Здравствуйте, ребята! Меня зовут Анастасия Витальевна, и сегодня на уроке родиноведения мы с вами отправимся в удивительное путешествие по нашей Родине. Нас ждет очень много интересного. Начнем? Тема нашего урока – природа нашей Родины. А что же такое Родина? Вам, ребята, об этом говорили не раз. И в детском саду, и в школе, и родители, и бабушки, дедушки, очень многие. Только давайте с вами разберемся, что же такое Родина. Для того, чтобы понять, что означает это слово, мы с вами обратимся к словарю. Родина – это отечество, родная страна и место рождения. Наша Родина – это снежные вершины, озеро Иссык-Куль, высокогорные пастбища, прозрачные реки, исторические памятники и гостеприимный народ. Давайте с вами поближе познакомимся с природой Кыргызстана. А начнем мы с вами, ребята, с растительного мира. Первое растение достаточно интересное. Называется шалфей. Шалфей – это лекарственное растение, которое можно использовать при лечении ангины и простуды. Следующее растение – это ромашка. Ромашка тоже считается лекарственным растением. Ее используют при ангине или же в косметических целях. Следующее растение нашей Родины называется арча. Это чудо-дерево, одно из наиболее долголетних растений. Оно живет до 2000 лет. А некоторые деревья могут прожить и до 3000 лет. В наших горах встречаются такие экземпляры, ребята, которые не смогут обнять, схватившись за руки, 10 человек. Представьте, какое огромное дерево. Следующее растение нашей Родины называется хлопчатник. Хлопчатник дает нам не только ценное волокно, но и растительное масло. Из хлопчатника делают бумагу, вату, стекло и многое другое. Удивительное растение облепиха. В Кыргызстане она широко распространена не только по побережью озера Иссык-Куль, но и почти во всех районах по берегам рек. Оранжевые кислые плоды с привкусом ананаса густо облепляют ветку, поэтому ее так и называют. Следующее растение нашей природы называется эдельвейс. Это высокогорное растение. Встречается оно на высоте более 2000 метров. Этот цветок выбран символом альпинизма и высокогорья. Правда интересно, ребята? А теперь я предлагаю вам немного отдохнуть. Попробуйте сосчитать, сколько пчелок кружится над цветами. Будьте очень внимательны. Молодцы, ребята! А еще у нас в Кыргызстане обитает очень много животных. Ну и, конечно же, птиц. Давайте познакомимся с ними поближе. Первое интересное животное Кыргызстана называется снежный барс. Это очень красивый зверь. Посмотрите, ребята. Он один из самых крупных хищников в нашей республике.
живет снежный барс высоко в горах. Следующее достаточно интересное животное называется чжэньшанский бурый медведь. Он отличается от сибирского чуть меньшими размерами и своим добродушным, можно сказать, даже трусливым нравом. Когти у нашего медвежонка светлые, обратите внимание, ребята, тогда как у сибирского медведя когти темные. Следующее интересное животное называется красный волк. Это не лисичка, ребята, это именно волк. Неуловимый и таинственный зверь. Мало кто из людей видел это животное. Размером он меньше, чем обыкновенный волк, а краска меха у него красновато-рыжая. От нее он и получил свое название. Хвост у нашего волка очень пушистый. Встречается наш красный волк высоко в горах, небольшими стаями, по 5-6 особей. А теперь, ребята, мы с вами приступим к изучению птиц. Беркут – самый большой орел Кыргызстана. Охота с беркутом у кыргызского народа издавна является увлекательным спортом. Беркут считается наиболее популярной ловчей птицей. С ним охотятся и на лисичку, и на зайчика, и на крупных птиц, и даже на волка. Следующая птичка – лебедь-кликун. Это достаточно крупная птица. Она может весить от 7 до 10 килограмм. Свое необычное название лебедь-кликун получил за громкие крики, которые часто издает при полете. А еще, ребята, у нас в Кыргызстане очень много невероятно красивых рек и озер. Давайте мы с вами познакомимся с ними поближе. Это наше озеро Иссык-Куль. Иссык-Куль является жемчужиной Центральной Азии и самым посещаемым местом в Кыргызстане. Это второе по величине высокогорное озеро в мире. Каждое лето сюда приезжает огромное количество туристов. А это озеро Чатыркуль. Название Чатыркуль означает «небесное озеро» или «озеро на вершине мира». Это самое высокогорное озеро Кыргызстана. С октября до апреля поверхность этого озера покрыта слоем льда. Следующее озеро – Кильсу. Это потрясающее по своей красоте озеро, воды которого окрашены в нежно-бирюзовый цвет. Оно расположено между отвесными каменными скалами возле границы с Китаем. Озеро это, ребята, находится в труднодоступном месте. Добраться до него не так-то просто. И только в июле или в августе можно попытаться до него дойти. А теперь приступим к изучению рек. Это река Нарын. Она является самой длинной рекой в Кыргызстане. А это река Чу. Когда-то считалось, что река Чу вытекает из озера Иссык-Куль. Но на самом деле это не так. Она только огибает горы и протекает всего лишь в нескольких километрах от озера. Ну вот, ребята, мы с вами закончили наше путешествие по нашему родному Кыргызстану. А теперь ваши домашние задания. В учебнике на страничке 62 вам нужно устно ответить на вопросы. А в рабочей тетради
на страничке 25 нужно дорисовать и раскрасить рисунок. А вот на страничке 26 вам нужно переписать предложение. И напоследок, ребята, я хотела бы сказать, что каждый из нас обязан оберегать природу. Ведь самые большие потери начинаются с малого. Так давайте же мы не будем жечь костры в лесах, загрязнять реки и озера, ломать ветки и убивать животных. Берегите природу, ребята. У меня все. Я надеюсь, вам понравился наш урок. Спасибо вам за работу и до свидания.